Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bizni yoktan var etүче һәм безнең көндәлек тормышыбызны кайгыртып, безне ризыкландыручы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә барча хәмәсәннәребез, мактауларыбыз була күрсен. Аның сөекле пәйгамбәре, соңгы пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәк түрләребездән чыккан салават шәрифәләребез ирешә күрсен. Аллаһ Тәгалә шушы җомга көннәребезне мөбарәк кылсын, Рамазан айларыбызны мөбарәк кылсын. Кылган гыйбадәтләребезне Аллаһ Тәгалә кабул әйләп, белеп, белми кылган, ачык яшерен кылган гөнаһларыбызны гафу әйләсен. Аллаһ Тәгалә безгә иман байлыгы биреп, кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып эшләргә насыйплар әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр Алла бирса закат турында. Закат, садака турында. Ни өчен дигәндә, күпчелек кешеләр Рамазан аенда закатларын бирергә тырышалар. Ул гына түгел, Рамазан аенда бар тагын бер махсус закат. Закатул фитр дип атала. Фитр садакасы. Һәм инде менә шулар турында сөйләп, әзрәк искә төшереп китмичә булмый. Мөхтәрәм кардәшләр, чөнки без адәм баласы онытучан. Инде мөхтәрәм кардәшләр, белгәнебезчә шулай бит ислам динендә закат ул 5 нигезнең берсе динебезнең. Шаһадат сүзе, намаз, ураза, закат, хаҗ дибез без 5 нигез. Димәк, закат ислам диненең нигезләреннән булып санала. Әлбәттә, кеше намазда укырга мөмкин, уразада тотырга мөмкин. Ләкин бу гыйбадәтләр бездән чыгым таләп итмиләр. Намаз укыр өчен без нәрсә белән корбан итәбез? Әзрәк 5 минут вакыт үтә инде безнең шулай. Әзрәк тәһарәт алабыз инде, юешләнеп алабыз инде әзрәк. Ураза тоткан вакытта экономия китә әле безнең, киресенчә ашамыйбыз. Ашамыйча йөрибез. Менә закат түләгән вакытта бездән нәрсәдер таләп ителә. Булган әйберебезне алып кемгәдер бирергә тиеш. Бу бик авыр нәрсә. Шуның өчен дә бездән Аллаһ Тәгалә инде шушы закатны таләп итә. Закатны Аллаһ Тәгалә бездән таләп итә. Нәрсә өчен? Без корбан итә алабызмы, юкмы? Шушы малыбызны кемгәдер бирә алабызмы, юкмы? Шуны күрер өчен Аллаһ Тәгалә инде бездән моны таләп итә. Чөнки кем өчендер корбанга бара алсаң, булган әйбереңне бүлешә алсаң, шул вакытта гына без чын тугрылыкны һәм яратуны күрергә мөмкинбез. Әйтик, мәсәлән, кешеләр, саран кешеләр өчен ач тору хәерлерәк, саран кешеләр өчен малын тотуга караганда. Ягъни алар ачлыктан, үлемнән дә курыкмыйлар хәтта. Хәтта авырудан да курыкмыйлар саран кешеләр. Андай риваятлар бар. Бер кеше килә больницага, күп ашаган. Кырсагы тулган. Һәм моңа әйтәләр, сиңа ди юдырырга кирәк ашказаныңны ди. Юдырмасаң үләсең ди, сулый алмый. Бу әйтә, вот ти таптыгыз эшти, күп ашаган ризыкны мин ничек бушка чыгарыйм инде аны ди. Ризалашмый. Һәм үлә. Үләп карагыз әле. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, саранлыкка җиткән кеше үлемнән дә курыкмый хәтта. Чөнки үлем бушка. Сатып аласы юк аны. Теге акча ул өйдә ята. Менә шуңа күрә дә инде Аллаһ Тәгалә бездән таләп итә, безне сынап карый. Мин әйткәндә бүлеп бирә алыр микән бу? Сораган әйберне. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, закат ул шушы динебезнең аерылгысыз бер өлеше. Ләкин бөтен кешегә дә закат түләргә насыйп түгел. Чөнки закат түли бары тик билгеле бер кешеләр генә. Акчалары, маллары закат түләрлек нисапка җиткән кешеләр генә закат түлиләр. Быел ул нисап 439 мең. Димәк, шушының кадәр акчаң синең җыела икән, һәм 1 ел буе ята икән, шул вакытта гына син закат түлисең. Яки аннан күбрәк булырга мөмкин инде. 439 мең яки аннан да күбрәк булып акчаң ятса, 1 ел, димәк, шушы кеше закат түләргә тиеш. Күпме түләргә тиеш?
40-тан 1 өлешен түләргә тиеш. 2,5%. Кемгә түләргә тиеш? Түләргә тиеш фәкыйрьләргә һәм мискиннәргә. Ягъни кем ул фәкыйрь? Закат түләмәгән кеше фәкыйрь. Закат түләмәгән кеше фәкыйрь булып санала. Шушы кешегә бирергә мөмкин. Кем ул мискин? Торырга урыны булмаган, ашарына да булмаган, авырлык белән көнен-көнгә ялгап барган кеше мискин дип атала. Торырга урыны булмаган кеше ул квартира снимать иткән кеше түгел ул. Торырга урыны булмаган кеше урамда торган кеше. Квартира снимать итсә, димәк аның торырга урыны бар. Бездә икенче төрле уйлыйбыз без. Шулай бит, квартира снимать итсәң, торырга урыны юк диләр. Квартира снимать иткән кеше дә закат түләргә мөмкин. Ул квартира снимать итә, ләкин җыя квартирага акча. Һәм ул аның җыелган, мәсәлән, анда уже 3 миллион акчасы җыелган. Шуннан закат түләргә тиеш була ул. Ә кемнеңдер бар 3 квартирасы. 1 бүлмәле, 2 бүлмәле, 3 бүлмәле. Бөтенесен сдавать итә. Ләкин аның 439 мең акчасы җыелмый. Ул бер тиендә закат түләми. Ягъни квартира снимать иткән кеше закат түләргә мөмкин. Ә инде 3 квартирасы булган, 5 машинасы булган кеше бер тиендә закат түләмәскә мөмкин. Чөнки бөтен акчасын тотып бетереп бара. Җыелмый ул аның. 439 мең җыелмый. Әле бәлки бурычлар да бардыр әле шулай бит. Ипотека алган 4-нче квартирага. Тегеләрне сдавать итеп түләп бара теге ипотеканы. Менә мондый кеше, мөхтәрәм кардәшләр, ул инде фәкыйрь булып санала. Әгәр уйлап карасак шулай бит. Ул фәкыйрь булып санала. Чөнки ул үзе бурычта утыра әле ул. Ул, мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә байлык дигән нәрсә ул бик кызык ул. Байлык ул үзеңнән арткан әйбер байлык. Әгәр үзеңнән артмаса, син бай түгел. Син хәйрче. Һәм иң беренче чиратта син рухи хәйрче. Чөнки үзеңгә җиткерә алмыйсың. Күпме генә булса да синең малың ул һаман сиңа бата. Күпме генә эшләсәң дә, бөтенесе сиңа бата, бөтенесе китеп бара. Һаман кыйбатлы әйберләр бер тиендә калмый. Бөт акча күбәйгән саен носкины да $100 ала башлыйсың аннан соң. Аяк киемнәрне дә ала башлыйсың аннан соң меңерләгән сумнарга. Шулай бит, менә безнең кызлар йөриләр бит сумкалар белән 300 меңлек. Аларга күпме бирсәң дә җитми. Күпме бирсәң дә бата ул анда. Алар өчен махсус эшләп тора индустрия. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, үзеннән арткан кешегә без инде бай дип әйтә алабыз. Ә үзеңнән артмаса, акчаң күп булып та син хәйрче, син рухи хәйрче. Сиңа җиткезеп булмый. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде нисабы закатыбызның шулай. Ул үзгәреп тора, чөнки ул алтын бәясенә бәйле. Алтын бәясе үссә, нисап та үсә. Алтын бәясе арзанайса, нисап та инде арзаная. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә менә шушы закатның асылына килсәк шулай бит. Әйткәнебезчә, бу Аллаһ Тәгаләнең әмере. Ләкин Аллаһ Тәгалә безне хәйрче итәр өчен талап алырга теләми. Аллаһ Тәгаләнең максаты безне карый, сыный. Тәкъва булырбыз микән? Менә шушы корбанга бара алырбыз микән? Бүлеп бирә алырбыз микән? Әйткәнебезчә, бу кеше өчен бик авыр. Бигрәк тә яраткан әйберен бүлеп бирү бик авыр. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ла яхсабанна аллазина ябхалуна бима атаһум Аллаһу мин фадлих ва хува хайран лахум. Сездә алар уйламасыннар ди. Аллаһ Тәгалә биргән әйберне саранланып үзендә тотып торсалар, бу аларга яхшы дип уйламасыннар ди. Ягъни, әгәр дә булган малны саранланып бер кемгә дә бирмисең икән, үзеңгә тотсаң, ул бик яхшы булып тоела. Нинди мәгънәдә? Кимеми җыелып ята. Кимеми җыелып ята. Мин сезгә сөйләгәнем бар бер егет турында да. Бер егет абыйсына килеп акча сорый. Абыйсына килеп акча сорый да, абый акча биреп тора әле. Абыйсы әйтә, алар бергә эшлиләр, эшләгәннәр ди. Әле бит кичә генә ди, эшләдек бит ди, сиңа да, миңа да акчаны бүлеп, шуның кадәр тигез итеп бирдек ди. Кая китте синең акчаң ди. Нәрсә ди инекәше? Мин аны куйдым ди.
аннан алсам кимей ул ди. Пачканы алып куясың шулай бит. Сервантка. Аннан алсаң кимей ул ди. Кешедән алып тора бурычка тегендә кимемәсен ди. Менә саран кешеләр шулай, ягъни менә шушы пачка кимемәсә, алар аны әйбәт дип уйлыйлар. Барып та счет кимемәсә, әйбәт дип уйлыйлар алар. Хәтта синең әйберләрең дә киелмичә бар шундый кешеләр, яңа киемнәрен дә кияргә җәллиләр. Алган кием бит инде ул. Җәллиләр, ул тора. Ул тузмый. Ахыр чиктә шул килеш инде кичерәйеп бетә аннан соң. Менә бу яхшы түгел ди. Уйламасыннар ди моны яхшы дип ди. Бәл хуа шарру лахум, алар өчен начар ди. Ни өчен начар алар өчен? Саютавакуна ма бахилу бихи яумал кияма. Шушы саран булып җыйган әйберләре муеннарына ут булып чорнала аларның ди, кыямәт көнендә. Ягъни шушы малларын муеннарына элеп куялар аларның. Йылан булып, ут булып. Валиллахи миратус самавати вал ард валлаху бима та'малуна хабир. Аллаһы Тәгаләгә күк һәм җир байлыклары Аллаһы Тәгаләнеке, һәм инде ул сезнең нәрсә эшләгәнегезне белә ди. Аллаһ Тәгалә. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, ул безнең өчен хәерле әйбер түгел. Әгәр булган малыңны җәлләп ятсаң, булмаса җәлләмисең. Булмасаң проблема юк. Ләкин булган әйберне җәлләп яту безгә әйбәт әйбер түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шулай ук бер хадисендә, Аллаһы Тәгалә ди, мал бирсә берәр кешегә ди, һәм ул аның закатын түләмәсә, кыямәт көнендә шушы малы аның ике таплы һәм ямсыз бер йылан булыр ди. Ямсыз бер йылан хәлендә булыр ди. Ул аның муенына чырналыр да, тешләрен йөзенә батырыр ди. Тешләр аны шулай иттереп. Йыланның ике теше бар, шулай бит тешләрен йөзенә батырыр ди. Элек мин кичкенә чакта уйлыйдыр идем, йылан теге агуын ата дип теге авызыннан. Ул ата, шуннан да чыга ул аның шулай. Ата кешегә шушы агуләгә дә кешене агулый дип. Ләкин йылан ничек агулый? Тешли шулай бит. Йыланның тешләре уга эчкә кирип китә. Берәр нәрсә йоткан вакытта аның теше артка таба ята. Ләкин бу якка тураймый тешләре аның. Шуңа күрә тешләгән вакытта ул эчтән чыгара да булай иттереп батыра. Менә шушы йылан тешләрен чыгара да синең битеңгә батырып куя тешләрен, агуын сибә. Тешләү бер авырта, агуын сипкән вакытта икенче бер авырта шулай. Һәм ул тешли битеңне, йөзеңне, башка җирләрен түгел, авырта торган җирне. Һәм инде сорый, кем син ди, нәрсәгә тешлисең мине? Йылан әйтә, ана малука, ана канзука. Мин синең хазинәң, мин синең малың ди. Закат түләмәгән, менә шулай сараланып, җыеп яткан ди. Һәм менә без әле генә укыган шушы аятны укый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесе өчен закат бирү, закат түләү ул әлбәттә бер вазифа. Һәм инде ул вазифа Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алыр өчен. Аллаһ Тәгаләгә корбаныбызны күрсәтер өчен. Юмарт булып күренер өчен. Һәм кешеләргә дә ярдәм булсын өчен. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр, вазифабызны әгәр мөмкинчелегебез булса, онытмаска кирәк. Кай вакытта онытабыз, белеп тә. Кай вакытта белмибез. Менә шуңа күрә, иншааллаһ, Аллаһ Тәгалә безгә инде закат түләүчеләрдән булырга насыйп итсен. Булган малыбыздан түләргә, булмаганны Аллаһ Тәгалә инде арттырсын закат түләр дәрәҗәләргә. Иншааллаһ, русчада сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, прежде чем начать сегодняшнюю нашу тему, хотелось бы коснуться другой темы. Вот сейчас до намаза наш брат раздавал тюбетейки. Понравилось вам, как он раздавал тюбетейки? Понравилось? Нет. Ну как? Если бы вы хотели надеть тюбетейки, вы бы пришли в тюбетейках. Вы же не хотите их надевать. Тем более там лежит чьи-то какие-то тюбетейки, правильно? Непонятно. Кто их одевал до вас? Может, вшивый одевал? Может, лишай у кого-то был? Аллаху а'лям. Так ведь? Поэтому неприятно это одевать, носить. И многие, конечно же, взяли тюбетейки, ну, отказаться нехорошо, да? Тем более сейчас вот все сидят на тебя, смотрят, нехорошо. А кто-то вообще удивился, ну, зачем это как надо?
Это вообще фарс, не фарс, ваджиб, не ваджиб. Так вот удивились, да? Дело в том, что, дорогие друзья, надевать головной убор – это неотъемлемая часть не то что мусульманина, а человека. Раньше без головного убора никто не ходил. Не было такого, чтобы человек ходил без головного убора. Ходить без головного убора – это считалось низостью. Это называлось опростоволосица. И поэтому, когда человек хотел показать свою низость по отношению к кому-то, он что делает? Снимает головной убор. Когда бояр, например, боярин на тележке своей проезжает на карете, что делает крестьянин? Снимает вот так вот, да. Он говорит, что я униженный перед тобой, я раб перед тобой. И поэтому христиане, когда заходят в церковь, тоже снимают головной убор. У них есть такая традиция, чтобы перед Богом показать, что они унижены. И вот сегодняшние люди по доброй воле стали униженными и рабами. По доброй воле. Что женщины, что мужчины. Мужчины и женщины сняли платок. Раньше рабы не только снимали платок. И мужчины сейчас сняли головной убор. Потому что они сказали, мы рабы этого мира. По другой причине, почему мы еще не хотим одевать тюбетейку, прическа портится. Мы же так ухаживали за этими волосами, платили большие деньги, чтобы нам сделали красивую прическу. Прическа и вот это то, что у нас там есть на голове, это признак того, что мы хотим быть похожими на других. Но те, которые ходят с красивыми прическами, вот таким образом, ухоженными, кто это? Это не мусульмане. Это не мусульмане. И пророк сказал, «Ман шаббаха биқаумин фахуа минхум». Кто хочет быть похожим на какой-то народ или похожий на них, он из них, сказал пророк. И это касается одежды тоже, внешнего вида тоже. Потому что мы очень не хотим быть похожи на мусульман. Мы не хотим выделяться как мусульмане в обществе. Мы хотим, чтобы у нас были красивые прически, короткие бороды. Если что, сошлемся на трехдневную похмелку. Если борода длинная, не дай бог скажут там, да, верующий ваххабит там или еще что-то. Поэтому надо, чтобы борода короткая была, чтобы нам сказали, это вот, наверное, вот унисекс какой-то там, да, метросексуал. Вот он так вот ходит, это вот, ну так сейчас модно, наверное. И действительно сейчас даже геи носят бороды, потому что это модно сейчас, метросексуалы. У них модно. А если длинная борода, надо грязную куртку одеть, чтобы за байкера сойти. Но не дай бог за мусульманин. Не дай бог, что кто-то скажет, мусульманин, верующий. Поэтому мы стараемся как можно дальше отдаляться от мусульман и как можно ближе быть к немусульманам. А пророк нам четко сказал, хотите на них быть похожими, будьте, но вы будете ими. Тогда вы не мы, будете ими. Поэтому, дорогие друзья, тюбетейка – это сунна. И когда тебе предлагают тюбетейку, а ты от нее отказываешься, не надо. Прическа туда-сюда, ты отказываешься от сунны. Если ты пришел без тюбетейки, вот ищешь, не находишь, у тебя есть оправдание. А если тебе предлагают, и ты отказываешься от сунны. Это очень страшно. Отказываться от сунны, дорогие друзья. Я не критикую там, кто ходит без тюбетейки и так далее. Ходите, это дело ваше. Это дело ваше, но поймите, что вы делаете нехорошо. Иногда же люди не понимают, что они поступают нехорошо. Неправильно поступают. Они не понимают иногда. В 30-х годах народные комиссары советские писали жалобу. Там, первому секретарю там, и так далее, повыше. Писали, сказали, никак не можем татар сделать коммунистами. Не хотят снимать тюбетейки. Они писали жалобу. Никак не хотят снимать свои тюбетейки. Мензелинский, когда крестили татар, это было до 80-х годов, 1880-х годов было насильственное крещение. И
их записывали как христиане и переселяли в русские деревни, ну, чтобы ассимилироваться. Но они не хотели. Их постоянно за ними следили, приходили урядники, современная полиция, на учете стояли и так далее. И вот когда был издан манифест о свободе веры, вот эти все татары, которые были записаны как христиане, в одну ночь сделали все обрезания мужчины. Внутри они всегда были мусульманами. И все одели тюбетейки. То есть тюбетейка считалась признаком мусульманства, ислама. И сейчас тоже так же считается. И когда ты от него отказываешься, ты отказываешься от признаков мусульманства, от признака ислама. И тебе нравится ходить как не мусульманин, как метросексуал, как гей, с красивой шевелюрой, нализанный, причесанный и так далее. Это они этим занимаются, не мусульмане. Они этим занимаются. Поэтому, дорогие друзья, будьте осторожны. Когда вы добровольно говорите «не надо тюбетейку», вот это вообще ужасные вещи на самом деле творятся. Это отказ от сунны. Это сунна. Нет сомнений, что это сунна. Да, без тюбетейки намаз принимается. Но пророк саллаллаху без тюбетейки намаз не читал, если это не было каким-то экстренным случаем. Уже надо поставить точку над этим вопросом. Не хотите? Не носите, но не пропагандируйте, что это так правильно, что так нужно. Если не хотите, не носите, но не пропагандируйте, что это так правильно. Других не смущайте. Поэтому, дорогие друзья, вот немножко такой экскурс, извините. Сегодня мы с вами говорим о закате. Что такое закат? Закат – это обязательные милостыни. То есть обязательная садака из имущества мусульманина. Не мусульманину закат платить не надо. Это только из имущества мусульманина. Если это имущество достигает 439 тысяч или больше и хранится год или больше. Если хранится меньше или нет этой суммы, значит закат с этой суммы не платится. Сколько надо платить? 1/40 часть. 2,5%. Многие мусульмане свой закат приурочивают, точнее, к Рамазану. Потому что в Рамазане хочется сделать побольше добрых дел, соответственно, и закат отдать, и людям помочь, и так далее. Поэтому напоминаем о закате именно в месяц Рамазан. А так, если нисаб у вас начинается не в Рамазан, а в любой другой месяц, закат надо платить в другие месяцы. То есть не обязательно в Рамазан. Но кто-то вот начал свой отчет с месяца Рамазан, например, и поэтому платит его в месяц Рамазан. Помимо этого, в месяц Рамазан есть еще другой закат. Закатуль фитр называется. Это фитр садака. Закатуль фитр. Он платится обязательно, но уже там не нужно 439 тысяч у себя, да, иметь. Там достаточно иметь 39 тысяч. То есть, если у тебя есть сумма 39 тысяч рублей или больше, то ты должен платить фитр. Какая сумма фитр? Фитр назначенная сумма от 150 до 800 рублей. От 150, если считают там пшеницей, ячменем там и так далее. Если считают финиками, более дорогими продуктами, то уже до 800 рублей получается. Как определить? Если ты платишь закат, бери эту сумму выше. То есть там 300, 400, 500 рублей там, да? Если ты не платишь закат, у тебя вот 39 там впритык получается, тогда можешь 150, 200, например. Но это платится с каждого человека. То есть с семьи, с каждого человека, даже с детей. И если жена беременна, то надо платить еще с беременных даже, точнее не родившихся в утробе детей, тоже платится. Ну, в принципе, небольшая сумма, но для тех, у кого может быть 10 детей, может быть, да, там уже собирается, может быть, сумма побольше. Вот, поэтому сумма небольшая. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы в месяц Рамазан бедные люди, неимущие люди, получили на руки деньги или продукты и смогли порадоваться Рамазану и Гаиту. Потому что есть еще
гаид. Поэтому самое лучшее время для того, чтобы платить фитр садака, это день гаиты до намаза. Но это время короткое, и люди могут не успеть. И поэтому разрешается платить фитр в течение всего месяца. Рамазан, но ближе к гаиту, да, соответственно, было бы лучше, чтобы именно в гаит бедные люди смогли позволить себе те продукты, ту еду, которую не могли себе позволить в остальное время. Только ханафитский мазхаб разрешает платить фитр деньгами. Остальные мазхабы не разрешают, они говорят, продуктами надо. Продуктами. Абу Ханифа, он был дальновидный. Сейчас например, пшеницы кому дашь садака? Фитр. Отнес ты 3 килограмма пшеницы, например, бедной семье, он скажет, ты что такое? Ты скажешь, в мельнице намолишь, сделаешь муку и испечешь себе пирожки или хлеб. Чё? Скажешь, да? Какая мельница? Просто раньше у всех дома была мельница, ручная. И когда ты людям даешь пшеницу или еще что-то, они спокойно, или рожь, например, ржаной хлеб, да? Пожалуйста, намололи, поели, покушали. Сейчас это немножко затруднительно. Поэтому для удобства деньгами даже в арабских странах уже пошли на уступки и деньгами платят, и деньгами берут фитр садака. Потому что можешь купить сам уже любые продукты, которые ты хочешь. Можешь сразу муку купить, проблем нет. Такие дорогие друзья, вещи есть. Иногда люди говорят, откуда вы придумали эти цифры? 439, 39, 150, 800, год, не год. Потому что людям приятнее всего, когда говоришь, дайте садака сколько можете. А сколько человек может? Ничего не может человек. Поэтому скажет, альхамдулилля, давать не надо. И иногда люди говорят, мелочи могут, 10 рублей, 20 рублей. Иногда в маджлисах по 10 рублей садака раздают. Это очень хорошо, то, что раздают. Но спроси себя, кому ты даешь 10 рублей, что он на это может купить. Поэтому назначена сумма минимум 150 рублей. На 150 рублей, чтобы хотя бы человек смог сесть и поесть чего-нибудь, хотя бы тарелку супа. Чтобы мог позволить себе хотя бы хлеб. За 10 рублей ты хлеб себе позволить не можешь. И поэтому эта сумма появилась. Пророк, саллаллаху алейхи, ее назначил. Там была не сумма, а там были продукты определенного веса. Тоже нисаб откуда появился? Это назначено пророком, саллаллаху алейхи. Как часто? Фитр садака раз в год и закат раз в год дается. А обычный, то есть добровольный садака может давать сколько угодно, когда угодно. То есть в течение хоть каждый день, хоть и так далее. Это уже от твоих возможностей. Можешь разом много кому-то дать. Можешь каждый день по частям, по чуть-чуть давать, чтобы, например, каждый день, чтобы садака у тебя был саваб и так далее. Садака это, то есть, о достоинстве отдельный разговор. Там достоинство садака колоссальное на самом деле. Это я не... Когда хазрят говорит о садака, все сразу ехидно улыбаются, да? Опять про садака заговорили. Да. Это же дается неимущим людям. Но есть такой момент, что не только неимущим, а тем людям, которые занимаются на пути религии, тоже разрешается давать закат и фитр, даже если они богаты. Скажете, ого, придумали, да? Почему так разрешается? Потому что эти вещи обычно даются раз в год. В течение года люди беспечны. Они забывают, что есть люди, которые занимаются религией, и у них нет постоянного дохода. Например, Коран-хафизы, учителя какие-то, да? То есть они весь год там работают. И у них есть возможность раз в год получить, может быть, даже годовую зарплату. Или полугодовую, или несколькомесячную хотя бы, так скажем, да? И поэтому разрешается этим людям тоже выделять. Таким образом, они в тот момент, когда сейчас хотят взять закат, например, они могут быть богатыми. Но просто через месяц, два, три у них это все иссякнет, а другого прихода не будет. Поэтому ученые разрешили таким тоже брать. Например, студенты тоже есть у нас. Раньше они только на это и жили. Когда не перестаешь обеспечивать студентов, ученых, так скажем, да, их не станет.
их не станет. Вот в деревнях имамов нет. Почему вы думаете, имамов нет в деревнях? Потому что их там не обеспечивают. И поэтому в деревне ходит один пенсионер какой-нибудь имам. А развития нет. Детей не обучает он. Альхамдулилля, что он согласился стать имамом. Почему? Потому что 5 раз он читает намаз, в отличие от остальных. Вот все его знания. И по книжке умеет покойника помыть. Вот поэтому, когда не будет помощи таким людям, а от государства помощи не будет. Мы живем не в мусульманском государстве, чтобы ждать от нее помощи. Поэтому, если не будет помощи таким людям, то развития ислама тоже не будет. Все остановится. Там будете удивляться, почему нет ученых, почему нет того, почему нет того, там и так далее. Что такое закат? Закат – это долг. Это долг. Долг какой долг? Что вы кому-то должны? Дело в том, что Аллах Тааля, когда распределяет богатство, Он кому-то дает больше. И говорит ему: отдай тому-то. То есть, когда ты получаешь деньги сверх своего достатка, ты помнишь, что в твоих деньгах есть доля нуждающихся. Это не только твои деньги. Просто Аллах Тааля тебе их дал, так как ты распоряжаешься, может быть, помудрее, поумнее, или испытание это для тебя, и ты должен кому-то отдать часть этого имущества. Потому что люди как думают? Вот мне пришли, это мое. Я никому ничего не должен. С какой стати я буду там соседу помогать, брату помогать или там тете помогать? Нет. Значит, если они нуждаются, в твоем имуществе есть и их доля, и ты должен им это выделить. Закат – это благодарность. Ты благодаришь Аллаха, субханаху ва тааля, за то, что Он сделал тебя богатым. То есть помимо своих основных нужд у тебя остаются деньги. Это такая радость на самом деле. Когда ты приходишь в магазин и не смотришь на цены. Когда ты можешь зайти в магазин и купить все, что ты хочешь. Знаете, как грустно, когда подходит человек, бабушка, да, с корзиной, и там не так много вещей. А когда расплачивается, денег не хватает. И она говорит: тогда, вот, дочка, оставь вот это оставь. Это очень грустно. И вот когда, если ты можешь корзину набрать и сразу расплатиться за это, ты должен быть за это благодарен. И мы благодарим Аллаха каким образом? Благодарим Аллаха, помогаем другим людям. О Аллах, ты помогаешь мне, ты меня обогатил, и я выделю тоже другим людям часть этого знака благодарности. Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, ла ин шакартум, ла азиданнакум, если вы меня будете благодарить, я вам увеличу. Я вам еще больше дам. Также закат – это очищение. Потому что слово само по себе закат переводится как очищаться. Очищаться от чего? Очищаться от харамной части твоих денег, то есть от чужой доли. Очищаться от скупости, от жадности. Потому что надо себя приучать. Это как тренировка. Хочешь, чтобы мускулы были сильные, нужно тренироваться. Хочешь, чтобы ты был щедрый, надо тренироваться. Надо отдавать. Это первый раз только сложно. Когда отдаешь садака, тот человек уже взял деньги, а ты отпускать еще не хочешь. Да. И тут уже выигрывает тот, кто перетянет, кто сильнее. Это в первый раз только так. А потом уже легче станет. Да. А когда закат отдаешь или фитр, нужно намерение. Намерение заката или намерение фитра нужно. Остальные садака, то есть просто там уже на свое усмотрение. Тот, кто берет закат или фитр садака, ему не обязательно знать, что это фитр или закат. То есть от этого ничего не убудет. То не обязательно ему сказать: это мой закат, там возьми, там и так далее. Это уже на его усмотрение. И вот таким образом, то есть закат является очищением еще нашего нрава, характера, от скупости, от плохих качеств. Также, дорогие друзья, закат – очищение от болезней. Вы думаете, вот есть болезни, да как их лечить нужно? Открою вам маленький секрет. Многие болезни лечатся путем садака. Особенно болезни неизлечимые или тяжело поддающиеся лечению. Вы думаете, вот уколы надо туда-сюда и так далее. Это все понятно. Но иногда не помогает. И один из способов лечения может быть садака. Может лечить
страшные сильные болезни. Но не думайте, что это панацея. Вот вы скажете, вот я садака дал, все раздал, а я не вылечился, да, хазрят обманул. Ничего страшного, саваб получите там, в загробном мире. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Тут все зависит от намерения, иншаллах. Таким образом, дорогие друзья, у заката много смыслов. Ну и, конечно же, закат – это социально сдерживающий фактор в обществе. Потому что вы же видите, что общество всегда расслаивается на богатых и бедных. Почему расслаивается? Потому что богатые не хотят помогать бедным. При любой обстановке все равно будут богатые, потому что Аллах Та'аля так распорядился. И при любой обстановке будут бизнесмены, они будут работать, и у них появляются деньги. Это не их заслуга. Если бизнесмен сидит у себя в офисе и говорит, я такой умный, клевый, классный, поэтому зарабатываю, это чушь. Это Аллах Та'аля тебе дал. Клевых, классных, умных очень много. Но Аллах Та'аля им не дает. Поэтому богатые должны помогать бедным, неимущим. Соответственно, когда они помогают, они вот этот вот острые углы сглаживают. Бедные уже не ненавидят богатых. Ведь как происходит социальный бум, взрыв, так скажем, революции, да? Когда богатые обогатились, не видят ни бедных, никого, ни нищих, живут своей жизнью, а бедным кушать нечего. И они обозлобленные, они говорят, награбленные, вот революционный лозунг, да? Они же всех богатых считали грабителями. И начинают их грабить, убивать там и так далее, или выгонять из страны. А если они будут помогать, то уравнивается. Мало того, что уравнивается, бедный будет что делать? Делать дуа. О, Аллах, дай ему еще больше, чтобы он мне еще больше давал. Он будет радоваться твоему богатству. Поэтому это тоже очень важный фактор в обществе, дорогие друзья. Поэтому и Аллах Та'аля в Коране говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Вама анфактум мин шайин фахуа юхлифух, ва хуа хайру разихун». Все, что вы потратите, говорит, Аллах Та'аля возместит. И он лучший из кормящих, дающих ризк. Поэтому в этом плане не надо переживать. Вот такие вот, дорогие друзья, есть в исламе обязательные, так скажем, да, садака, обязательные милостыня, как закат аль-фитр или большой закат имущества. Знать ислам надо. Правила ислама, основы ислама. И поэтому вот немножко мы узнаем. Может быть, кто-то вот сегодня впервые такие вещи слышал, узнает. Я же говорю, я удивляюсь иногда тут, потому что когда ты сам уже как бы долго исповедуешь ислам, и ты не понимаешь, что люди-то не знают простейших вещей. Люди могут не знать. Я вот на Рамазане, да, на Таравихе рассказывал, да, что люди могут не знать, как пить воду, например, как справлять нужду, элементарные вещи. Порой просто об этом не говорим, думаем, что все уже знают, это как понятно, как Божий день, но непонятно, неясно. И поэтому многие могут и не знать. Одна бабушка, которая десятилетиями намаз читает, она говорит, она платила закат таким образом, думала, что надо платить. Вот у тебя есть 1 миллион, из них вычисляешь 439 тысяч нисаб, за остальное платишь, за 439 тысяч не платишь. Почему она так решила, я не знаю. Ну, видимо, вот кто-то как-то ей объяснил. То есть, понимаете, иногда вот люди путаются даже с многолетним стажем религиозным. Поэтому вот надо повторять и знать такие вещи. Пусть Аллах Та'аля примет наш садака, и фитр, и закат, и другие садака, которые мы делаем в течение года, не только в месяц Рамазан. И пусть Аллах Та'аля нас сделает из числа дающих, а не из числа берущих, чтобы очень хотим, чтобы берущих стало все меньше и меньше. Конечно же, хотим, но их никогда не станет совсем. Так устроен мир, поэтому приходится вот так вот. И это нам же хорошо. И вот один из ученых сказал, твой садака не примется, пока ты не будешь считать, что нуждаешься в том, чтобы дать садака больше, чем тот, кто берет у тебя этот садака. То есть берущий твой садака, он нуждается в твоем садака меньше, чем ты. Ты получаешь от своего садака, когда даешь больше, чем берущий. Берущий получает только деньги. А ты получаешь саваб. Ты уже бумажки вот эти, мирские, ты уже перевел в офшоры. Ты перевел их в ахират. И ты получил довольство Аллаха.
и восхваление Аллаха. Верующий только деньги получает. Он получает то маленькое, что сейчас берет. Ты получаешь больше. Поэтому пусть Аллах Та'аля делает нас из числа дающих. Потому что во время хутбы эта хутба дуа принимается. Аминь, иншаллах. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.